«Ты больше не будешь видеться с внуками?» — отрезал сын, глядя на меня холодным, отчужденным взглядом. Я отшатнулся словно от удара, и в моих глазах застыло немое отчаяние. «Это мое окончательное решение, и оно не обсуждается», — добавил он, не оставляя мне ни единого шанса. «Меня зовут Родион Сергеевич. Мне 72 года, и большую часть этих лет я прожил, как мне казалось, правильно, честно. Я не хватал звезд с неба, не гнался за должностями и легкими деньгами. Просто работал. Любил свою жену, растил сына. Думал, что на закате дней буду сидеть в окружении внуков, слушать их смех и делиться нехитрой житейской мудростью. Но, как говорится, человек предполагает, а жизнь, она вносит свои коррективы. Теперь мой главный собеседник — тишина. Густая, вязкая тишина старой однокомнатной квартиры на окраине Подольска, которую нарушает лишь тиканье ходиков на стене да скрип собственного сердца. Мой единственный сын Михаил — моя гордость, моя надежда. Вот уже почти 2 года как вычеркнул меня из своей жизни. Вернее, не он сам. Его надоумила жена, Полина. Вертихвостка с холодными глазами и калькулятором вместо души. Это она решила, что старый отец, бывший сторож, не вписывается в их новую, успешную жизнь в элитной новостройке. «Папа, ты пойми, у нас другой круг общения», — говорил мне Миша, отводя глаза. «Зачем тебе эти сложности? Живи спокойно». А потом и вовсе запретили видеться с внуками Кирюшей и Машенькой. Сказали, я на них дурно влияю. Чем? Тем, что учу здороваться со старшими и не мусорить на улице? Или тем, что мои сказки не про биржевые индексы, а про Илью Муромца и Василису Премудрую? Иногда я достаю их фотографию из серванта. Вот они, мои кровиночки. Кирюша уже 8, совсем взрослый, поди, а Машеньке 5. Улыбаются, щербатые, счастливые. Сердце сжимается так, что дышать трудно. Ради них я жил. Ради них хранил свою главную тайну. Тайну, которая могла бы в один миг сделать их богатыми. Но теперь я понимаю. Богатство — страшное испытание. И мой сын, кажется, его уже не прошел. Я ведь не всегда был таким тихим стариком в стоптанных тапочках. Я родился и вырос в небольшой деревне под Рязанью. Жили бедно, но дружно. После армии в 20 лет я, как и многие, тогда рванул в Москву. Столица встретила меня шумом, суетой и огромными возможностями. Я верил, что здесь, в этом муравейнике, смогу построить свое счастье. Счастье для меня было простым. Свой дом, любящая жена, дети. Я не брезговал никакой работой. Был и грузчиком на вокзале, и разнорабочим на стройке. Копил каждую копейку, отказывая себе во всем. Через несколько лет я встретил Марину, мою будущую жену. Она работала на швейной фабрике. Тихая, скромная девушка с глазами василькового цвета. Мы поженились, получили эту вот самую квартиру в Подольске, тогда еще совсем новом районе. А вскоре у нас родился Мишка. Я был на 7-м небе от счастья. Чтобы обеспечить семью, я устроился ночным сторожем в крупное строительное управление. Работа не пыльная, спокойная. Ночи напролет я сидел в своей каморке, читал книги и думал о будущем сына. Я хотел, чтобы он получил хорошее образование, чтобы его жизнь была легче моей. Директором нашего управления был Эмиль Рудольфович Романов, немец по происхождению. Человек старой закалки, строгий, но справедливый. Он ценил мою честность и исполнительность. Однажды осенней ночью, лет 40 назад, я делал обход. В кабинете директора горел тусклый свет. Эмиль Рудольфович часто засиживался допоздна. Но в этот раз его не было. На столе лежал вскрытый конверт. Я уже хотел уйти, но что-то меня остановило, какое-то шестое чувство.
Я заглянул за массивный книжный шкаф и увидел в стене небольшую, едва заметную дверцу сейфа. Она была приоткрыта. Сердце мое же колотилось. Я понимал, что лезу не в свое дело, но любопытство взяло вверх. Внутри лежала толстая папка с бумагами и письмо, написанное уверенным, размашистым почерком директора. «Тому, кто найдет это, — говорилось в письме, — я, Эмиль Рудольфович Романов, находясь в здравом уме и твердой памяти, оставляю эти документы на хранение. Мои сыновья — бездельники и моты, которые только и ждут моей смерти, чтобы растащить все, что я создавал годами. В этой папке дарственные на 3 квартиры в центре Москвы. Я завещаю их тому честному человеку, который сохранит эти бумаги в тайне в течение 20 лет после моей кончины. Пусть это будет наградой за его порядочность». У меня перехватило дыхание. Я держал в руках целое состояние. Всю ночь я не сомкнул глаз, думая, что делать. Сообщить сыновьям Романова, отнести в милицию, но слова о награде за порядочность не выходили из головы. Эмиль Рудольфович умер через полгода, и я принял решение. Я сохранил эту тайну. Не для себя, для Мишки. Я решил, что когда придет время, это богатство станет его стартовым капиталом, а может ему крепко встать на ноги. Шли годы, Миша рос, хорошо учился. Я гордился им. Он поступил в институт, потом нашел приличную работу, а потом встретил Полину. Сначала она мне даже понравилась. Бойкая, современная, но очень скоро я понял, что за красивым фасадом скрывается холодный расчет. Она быстро взяла моего сына в оборот. Наши с ним разговоры становились все реже. Все чаще я слышал от него новые, чужие слова. Инвестиции, статус, недвижимость. Они купили в ипотеку огромную квартиру, дорогую машину. Я радовался за них, но в душе скребли кошки. Я видел, как мой сын меняется, как черствеет его душа. Апогеем стало их решение запретить мне видеться с внуками. Этот удар был самым страшным. Я пытался поговорить с Мишей, достучаться до него, но натыкался на стену вежливого непонимания. Я остался один. И вот пару месяцев назад случилось то, чего я ожидал и боялся. Телефонный звонок. Михаил. Голос бодрый, неестественно заботливый. «Пап, привет, как ты? Что-то давно не звонил. Мы тут с Полинкой волнуемся». Я чуть не рассмеялся от горькой иронии. 2 года не волновались, а тут вдруг прорвало. Старый лис, я сразу понял, в чем дело. До них дошли слухи. Может, кто-то из бывших коллег проболтался, что Романов оставил мне подарок. Они учуяли запах денег. И тогда во мне созрел план. Жестокий, может быть, но необходимый. Я решил их проверить. Во время следующего звонка я кашлял в трубку, говорил слабым, прерывающимся голосом, жаловался на сердце, на давление, а потом, как бы между прочим, обронил. Да вот, бумаги тут разбирал. Нашел кое-что от старого начальника. Наследство, можно сказать. Не знаю даже, что теперь с этим делать. Силы-то уже не те. На том конце провода на несколько секунд повисла тишина. Такая плотная, что казалось, ее можно потрогать. А потом Миша сказал, и в голосе его я не услышал ни капли тревоги за мое здоровье, а лишь плохо скрываемое, жадное нетерпение. «Пап, ты, главное, не волнуйся. Мы приедем. Завтра же. Отдыхай. Мы совсем разберемся». В тот момент я все понял и принял решение, тяжелое, как могильная плита. Мой сын не получит этих денег. Не потому, что я его не люблю, а как раз наоборот, потому что люблю. И не хочу, чтобы это богатство окончательно сожгло его душу. Они приехали на следующий день, ровно в полдень. Я слышал, как во дворе фыркнул двигатель их дорогого черного джипа. Большого и неуместного в нашем скромном дворике, где старушки на лавочках еще помнили, как Мишка гонял на 3-колесном велосипеде. Я не спешил к двери, нарочно ковылял,
шаркая стоптанными тапочками, давая им время насладиться предвкушением. За дверью они нетерпеливо переминались с ноги на ногу, я это чувствовал. Наконец я повернул ключ в замке. На пороге стояли они, мой сын и его жена, словно сошедшие с обложки глянцевого журнала. Миша в модном кашемировом пальто, Полина в белоснежной шубке, от которой пахло духами и морозом. В руках у нее была яркая коробка с пирожными из какой-то французской кондитерской. Фальшивая, приторная забота. «Папочка! Здравствуй, родной!» — защебетала Полина, проскальзывая в квартиру и брезгливо оглядываясь. Миша вошел следом, неуклюже обнял меня за плечи. От него пахло дорогим одеколоном и успехом. Чужой, совсем чужой запах. «Как же ты себя запустил, пап?» — сукоризной сказал он, не глядя на скромную обстановку моей квартиры. «Почему не сказал, что все так плохо?» Я лишь слабо махнул рукой и прошаркал на кухню ставить чайник. Сел на табуретку, тяжело дыша. Спектакль должен продолжаться. Они прошли в комнату. Я слышал, как Полина приглушенно шепчет. «Какой ужас! Тут же дышать нечем. И как он только живет!» А Миша басовито ее успокаивал. «Тише ты. Ничего, скоро все изменится». За чаем разговор не клеился. Они расспрашивали о моем здоровье с таким участием, что хотелось рассмеяться им в лицо. Я отвечал односложно. Жаловался на одышку, на память, на одиночество. Наконец, Полина, не выдержав, взяла быка за рога. «Родион Сергеевич», — начала она вкрадчивым голосом, — «Миша мне рассказал про ваше наследство. Мы очень волнуемся. В вашем состоянии нельзя заниматься такими серьезными делами. Бумаги, нотариусы. Это же с ума сойти можно. Мы хотим помочь». Я сделал вид, что смутился. Долго молчал, глядя в чашку с остывшим чаем. Потом вздохнул. Да какое там наследство? Бумажки старые. Я в них и не понимаю ничего. «Вот-вот», — подхватил Миша. «Пап, ты нам просто покажи, что там. Мы с Полей все уладим. Наймем лучшего юриста, все оформим как надо. Тебе ни о чем не придется беспокоиться». Я медленно поднялся, подошел к старому серванту, где за стеклом стояли фотографии и пара хрустальных рюмок, оставшихся от Марины. Покопался в ящике среди старых счетов и открыток и извлек на свет пожелтевший от времени конверт. Тот самый. Я протянул его Мише. Дарственный я, конечно, заранее перепрятал в надежное место. В конверте лежало только письмо Эмиля Рудольфовича. Миша дрожащими руками развернул ветхий лист. Его глаза бегали по строчкам. Полина придвинулась к нему, заглядывая через плечо. Я видел, как на ее лице жадность борется с нетерпением. Когда они дочитали, то переглянулись. В этом взгляде было все. Триумф, алчность и общий план действий, который им даже не нужно было обсуждать. 3 квартиры в центре, выдохнула Полина, и ее голос сорвался. «Папа!» Миша поднял на меня глаза, и в них плескалось такое счастье, что мне стало жутко. «Папа, ты хоть понимаешь, что это значит? Мы теперь богатые». Он вскочил, хотел обнять меня, но я его остановил. «Плохо мне что-то», — прохрипел я, хватаясь за сердце. «Воды». Пока Полина суетилась со стаканом, а Миша обеспокоенно хлопал меня по спине, я думал лишь об одном: как же легко они купились. Как же слепы они в своей жадности. «Я в кухню пойду за таблетками», — сказал я, поднимаясь. И снова медленно, шаркающей походкой вышел из комнаты, оставив их наедине с письмом и их мечтами. Дверь на кухню я оставил приоткрытой. Я должен был услышать. Они заговорили шепотом, но в звенящей тишине моей квартиры каждое слово било наотмашь. «Продавать нужно сразу все», — шипела Полина. «Цены сейчас на пике.
Купим дом в Испании, как я всегда хотела. Детей отправим в частную школу в Англию. «Подожди, не торопись», — отвечал ей Миша. Но в его голосе не было возражения, лишь попытка казаться рассудительным. «Сначала нужно все оформить, найти хорошего риэлтора. А со стариком что?» — спросила Полина. «Не будет же он с нами в Испании жить. Да и эта квартира, ее тоже можно продать. Копейки, конечно, по сравнению с теми, но все же». Наступила пауза. Я затаил дыхание и услышал слова, которые стали для меня приговором им обоим. «Пристроим его куда-нибудь», — безразлично сказал мой сын. «В частный пансионат для престарелых. С хорошим уходом, все дела. Ему там даже лучше будет. Свежий воздух, присмотр круглосуточный». В ушах у меня зазвенело. Земля ушла из-под ног. Я прислонился к косяку, чтобы не упасть. Мой сын, мой Мишка, только что решил мою судьбу. Списал меня со счетов как старую, ненужную вещь. Когда я вернулся в комнату, они уже снова сидели с озабоченными лицами. Прощаясь, они долго трясли мою руку. Обещали заехать завтра же с очень хорошим человеком, юристом, который поможет совсем разобраться. Полина даже попыталась поцеловать меня в щеку, но я увернулся. За ними захлопнулась дверь, в квартире снова воцарилась тишина. Но это была уже другая тишина. Не вязкая и гнетущая, а холодная и ясная, как январское утро. Боль в сердце никуда не делась, но к ней примешалась ледяная решимость. Я подошел к окну и посмотрел вслед удаляющемуся джипу. Нет, дорогие мои, никакой Испании, никаких частных школ и уж точно никаких пансионатов. У этого богатства будет другой хозяин. Я достал из тайника папку с дарственными, руки у меня больше не дрожали. Я сел за стол, взял старую записную книжку, в которой хранил номера телефонов тех, о ком мне вспоминали в глянцевых журналах. Тех, для кого деньги были не целью, а средством выжить. Пришло время восстановить справедливость. И мой спектакль был еще далеко не окончен. Ночь после их визита была самой длинной в моей жизни. Я не спал, сидел на кухне у окна и смотрел, как редкие фонари выхватывают из темноты заснеженные ветки старых тополей. В голове звучал безразличный голос сына. «Пристроим его куда-нибудь. В частный пансионат». Эти слова въелись в память как клеймо. Не было уже ни обиды, ни горечи, только холодное, звенящее опустошение и странное чувство свободы. Той самой свободы, когда терять уже нечего. Когда ты понимаешь, что все твои привязанности, надежды и иллюзии — лишь прах. А значит, ты волен поступать так, как велит совесть, а не сердце, обманутое родной кровью. На рассвете, когда небо на востоке из серого стало жемчужным, я принял душ, тщательно побрился и надел свой лучший еще советский костюм, тот, в котором я когда-то вел Мишку в 1 класс. Костюм сидел мешковато на моих усохших плечах, но придавал какой-то солидности, необходимой для задуманного. Я достал из тайника папку. Внутри 3 дарственные, отпечатанные на плотной гербовой бумаге. Имена владельцев были не вписаны. Эмиль Рудольфович и тут все предусмотрел, оставив финальное решение на усмотрение своего невольного поверенного. Первой в моем списке была тетя Шура, Александра Ивановна, наша бывшая соседка по лестничной клетке. Одинокая вдова, которая нянчилась с Мишкой, когда Марина была в больнице. Нянчилась не за деньги, за спасибо и банку варенья. Она учила его читать, пекла ему самые вкусные в мире пирожки с капустой и штопала его вечно рваные штаны. Когда мы переехали в эту квартиру, она осталась в той старой хрущевке. Мы изредка созванивались, но в последние годы, с появлением Полины, и это сошло на нет. Я набрал ее номер дрожащим пальцем. Трубку сняли не сразу. Голос у тети Шуры был слабый,
надтреснутый. «Александра Ивановна, здравствуйте. Это Родион, Родя Сергеевич». Я поперхнулся, поняв, что она может меня и не вспомнить. «Роденька!» — в трубке послышалось шуршание. «Голос-то какой чужой! Неужто ты? Господи, сколько же лет! Что-то случилось?» «Случилось, Александра Ивановна, дело есть, очень важное. Могу я к вам заехать? Буквально на полчаса». «Конечно, заезжай, милый», — обрадовалась она. «Я как раз пирожков напекла. С капустой. Помнишь, как Мишенька их любил?» Сердце снова предательски сжалось. «Помню. Я все помню». А вот он, похоже, все забыл. До ее дома я доехал на стареньком автобусе. Подъезд встретил меня запахом сырости и кошек. Дверь в ее квартиру, оббитую потрескавшимся дерматином, была такой же, как и 30 лет назад. Она открыла почти сразу. Передо мной стояла маленькая сгорбленная старушка в застиранном халате и теплых носках. Время ее не пощадило, но глаза остались прежними, лучистыми, добрыми. «Проходи, роденька, не стесняйся. У меня тут не прибрано», — засуетилась она. В ее крохотной квартирке было бедно, но очень чисто. На окнах горшки с геранью, на диване аккуратно сложенный плед. Пахло пирогами и корвалолом. Мы сели за стол на кухне. Она налила мне чаю, пододвинула тарелку с румяными пирожками. «Ну, рассказывай, как ты? Как Мишенька, внуки?» — спросила она, и в ее голосе не было ни капли зависти, только искренний интерес. Я не стал лгать. Коротко, без лишних эмоций рассказал, что с сыном почти не общаюсь, а внуков не видел уже давно. Она слушала, качала головой, и в ее глазах стояли слезы. «Господи, что же это делается-то?» — прошептала она. «Такой мальчик хороший был. Ласковый, добрый. Это все город их портит, деньги эти проклятые». Потом я перевел разговор на другую тему. Я сказал, что приехал исполнить последнюю волю своего покойного начальника Эмиля Рудольфовича. Он был человеком совестливым, Александра Ивановна, и перед смертью просил меня разыскать людей, которым он когда-то не успел отдать долг или сделать добро. «Вы ведь работали в столовой при нашем управлении, помните?» Она удивленно кивнула. «Так вот», — я понизил голос, стараясь придать ему значительности. «Эмиль Рудольфович всегда очень ценил вас, и он оставил для вас подарок в благодарность за ваш многолетний труд и доброту». Я достал из папки одну из дарственных и ручку. Это дарственная на однокомнатную квартиру в хорошем районе с ремонтом. Эмиль Рудольфович просил меня вписать ваше имя. Тетя Шура смотрела на меня так, будто я сошел с ума. Она засмеялась тихим дребезжащим смехом. «Роденька, ты что, заболел?» «Какая квартира? Ты, может, перепутал чего? Да кому я нужна?» «Ничего я не перепутал, Александра Ивановна», — твердо сказал я. «Вот, смотрите. Официальный документ, все по закону. От вас требуется только ваше полное имя и подпись». Я положил перед ней бумагу. Она долго смотрела на гербовую печать, на строгие строчки. Потом подняла на меня полные слез глаза. «Да за что же мне это, роденька?» «За пирожки с капустой», — улыбнулся я, а у самого ком в горле стоял. «За доброту вашу. За то, что вы настоящий человек». Я помог ей вписать ее имя, показал, где расписаться. Она выводила буквы медленно, как первоклассница. Когда все было кончено, она вдруг заплакала, тихо, беззвучно уронив голову на сложенные на столе руки. Ее худенькие плечи вздрагивали. Я сидел рядом, не зная, что сказать, и только гладил ее по сухой морщинистой руке. Это были слезы не только радости.
Это были слезы всей ее тяжелой, одинокой жизни, в конце которой вдруг блеснул такой немыслимый, невероятный просвет. Уходил я от нее с легким сердцем. Первый долг был отдан. На улице светило яркое зимнее солнце, я зажмурился. В кармане завибрировал телефон. На экране высветилась Миша. Я сбросил вызов, пусть поволнуются. Их очень хороший человек, юрист, может немного подождать. В моем списке было еще несколько имен, и я не собирался останавливаться. Отключив телефон, я почувствовал невероятное облегчение, словно сбросил с плеч тяжелый мешок, который носил много лет. Мешок с ложными надеждами, с сыновьей любовью, которой, как оказалось, никогда и не было. Воздух, морозный и чистый, пьянил. Я не поехал домой. Возвращаться в пустую квартиру, где каждый угол напоминал о предательстве, не хотелось. Вместо этого я сел в другой автобус, идущий в сторону старого рабочего района на другом конце города. У меня был еще один адрес. Вторым в моем списке значился Петр Матвеевич. Или дядя Петя, как звали его все в нашем строительном управлении. Мы с ним были не то чтобы друзья, но добрые приятели. Он каменщик от Бога, золотые руки. Мог закрытыми глазами выложить идеальную стену. Веселый, громогласный балагур, душа любой компании. А потом, лет 15 назад, случилось несчастье. Лопнул трос на строительной люльке, и он сорвался с высоты 5-го этажа. Чудом остался жив, но ноги с тех пор его почти не слушались. Новое руководство, пришедшее на смену Эмилию Рудольфовичу, отделалось от него мизерной компенсацией, списав все на нарушение техники безопасности. Дядя Петя судиться не стал, не тот характер, просто молча ушел на инвалидность растить внуков. Я нашел его дом, старую панельную 9-этажку, обшарпанную временем и ветрами. В лифте пахло так же, как и в подъезде у тети Шуры, только к запаху сырости примешивался еще и аромат жареной картошки. Дверь мне открыла молодая женщина с усталым, но добрым лицом, его дочь, Катя. За ее спиной слышался детский визг и смех. «Вам кого?» — спросила она, вытирая руки о передник. «Мне бы Петра Матвеевича. Я его старый коллега, Родион Сергеевич». Женщина просияла. «Папа, к тебе пришли!» — крикнула она вглубь квартиры. «Проходите, не стесняйтесь, у нас тут бедлам, дети». В тесной двушке кипела жизнь. По коридору носились двое мальчишек лет 7-8, играя в догонялки. В большой комнате, заставленной разнокалиберной мебелью, на диване сидел дядя Петя. Он сильно изменился, высох, посидел. Былая удаль в глазах сменилась тихой грустью. Но, увидев меня, он улыбнулся своей прежней, широкой улыбкой. «Родион, Сергей, Родион, Сергеич, какими судьбами? 100 лет тебя не видел. Садись, садись». Он похлопал по дивану рядом с собой. Мы разговорились. Он рассказал о своей жизни, о внуках-сорванцах, о зяте, который работает на 2 работах, чтобы прокормить семью. Жаловался не на судьбу, а на то, что сам стал обузой, что не может помочь молодым. Я слушал его и видел перед собой настоящего мужика, не сломленного, не озлобившегося, сохранившего в душе тепло, несмотря на все удары судьбы. Пока мы говорили, в комнату заглянула Катя. «Папа, тут опять звонят. Какие-то люди нервные очень. Тебя спрашивают, Родион Сергеевич. Говорят, дело срочное». Я похолодел. Они меня нашли. Видимо, обзвонили всех, кого только могли вспомнить. «Скажите, что меня здесь нет, и вы не знаете, где я», — попросил я Катю. Она с удивлением посмотрела на меня, но кивнула и ушла. «Сын», — коротко пояснил я дяде Пете, — «наследство делим». Он все понял и больше ни о чем не спрашивал. Пришло время и мне переходить к делу. Я снова рассказал свою легенду об исполнении последней воли Эмиля Рудольфовича. «Помните его, Матвеич? Он ведь очень вас ценил. Говорил, у Петьки руки не из золота,
а из чистого платинового слитка. Он знал о вашей беде и очень сокрушался, что не успел помочь. Но он оставил распоряжение. Для вас. Дядя Петя смотрел на меня недоверчиво. Для меня? Да что он мог для меня оставить? Спасибо, что на работе держал. И на том спасибо. Он оставил вам возможность жить по-человечески, Матвеич. Я достал из папки вторую дарственную. Это квартира, большая, трехкомнатная, в новом доме, чтобы и вам, и детям, и внукам места хватило. Чтобы зять ваш с одной работы приходил, а не с двух. Чтобы Катя ваша хоть иногда отдыхала. Я положил перед ним документ. Он долго смотрел на бумагу, потом перевел взгляд на меня. В его глазах стояло недоумение. «Сергеич, ты это серьезно? Это не шутка? Не розыгрыш? Какие уж тут шутки, Петр Матвеевич. Все по-настоящему. Ваша фамилия, имя, отчество». Он назвал. Я аккуратно вписал их в нужную графу. В этот момент в комнату вбежали его внуки. Они перестали гоняться друг за другом и с любопытством уставились на нас. «Деда, а что это дядя пишет?» — спросил один из них. Дядя Петя посмотрел на внуков, потом на дарственную, и вдруг его лицо сморщилось, плечи затряслись. Он, большой сильный мужик, которого не сломила страшная травма, заплакал. Не так, как тетя Шура, тихо и горько, а навзрыд, по-мужски, не стыдясь своих слез. Внуки испуганно прижались к нему. Катя, прибежавшая на шум, застыла на пороге, ничего не понимая. «Папа, что случилось?» «Радость, дочка. Радость случилась». Только и смог выговорить он сквозь рыдания. Я ушел по-английски, не прощаясь. Мне не нужны были слова благодарности. Я видел все в их глазах. В своей каморке ночного сторожа я часто думал о справедливости. О том, почему одним все, а другим ничего. Почему честный труд ценится меньше, чем умение вовремя подсуетиться и урвать свой кусок. Теперь я не думал. Я действовал. У меня оставалась еще одна дарственная и еще один долг, который я должен был отдать. На улице снова зазвонил телефон. На этот раз звонила Полина. Я не стал сбрасывать. Я ответил. «Где ты ходишь?» — закричала она в трубку без всяких предисловий. «Мы тебя ждем с юристом уже 3 часа. Ты издеваешься над нами?» «Я занят», — спокойно ответил я. «У меня дела». «Какие еще у тебя могут быть дела?» — не унималась она. «Твое единственное дело — сидеть и ждать. Миша в бешенстве. Если ты сейчас же не приедешь, можешь на нас не рассчитывать». «Я на вас и не рассчитываю, дочка», — усмехнулся я. «Передай Михаилу, что я буду дома вечером, и пусть своего юриста отпускает. Он нам больше не понадобится». Я повесил трубку, не дослушав ее возмущенных воплей. Вечером их ждал сюрприз. А пока мне нужно было съездить еще по одному адресу. Самому важному. Последний адрес в моей записной книжке был обведен красным карандашом. Это было не имя, не фамилия. 2 слова. «Добрый самаритянин». Так назывался небольшой частный приют для одиноких стариков на самой окраине города. Я был там однажды много лет назад, когда мы с правкомом собирали для них подарки к Новому году. Воспоминания остались тяжелые. Бедность, казенные стены,
запах лекарств и какая-то всепроникающая тоска в глазах постояльцев. Но была там и другая сторона. Самоотверженность нескольких женщин-волонтеров и директора Анны Викторовны, которая, казалось, держала на своих хрупких плечах весь этот Ноев ковчег, отвергнутый миром. Я добирался туда почти 2 часа с 3 пересадками. Приют располагался в старом двухэтажном здании бывшего детского сада. С тех пор ничего не изменилось. Та же облупившаяся желтая краска на стенах, те же заплаты на крыше, только деревья в саду стали выше. Внутри меня встретила та же тишина, что и в моей квартире, но она была другой. Не пустой, а наполненной приглушенными звуками. Где-то шаркали тапочки, кто-то тихо кашлял за дверью, из общей гостиной доносилось бормотание старого телевизора. Анну Викторовну я нашел в ее крохотном кабинете, заваленном бумагами и коробками с медикаментами. Она ничуть не изменилась. Все та же худенькая женщина с усталыми, но поразительно ясными глазами и туго стянутыми в узел сидеющими волосами. Она подняла на меня голову, оторвавшись от каких-то счетов, и я увидел, как глубоко пролегли морщины у нее на лбу. «Здравствуйте», — сказала она. «Вы к кому-то?» «К вам, Анна Викторовна. Меня зовут Родион Сергеевич. Мы с вами встречались когда-то». Она вгляделась в мое лицо, пытаясь вспомнить. Я не стал ее мучить и сразу перешел к делу. В 3-й раз за день, рассказывая свою легенду о последней воле Эмилия Рудольфовича Романова. «Мой бывший начальник, он жертвовал вам когда-то анонимно и перед смертью оставил распоряжение. Он хотел, чтобы его деньги послужили по-настоящему благому делу». Анна Викторовна слушала меня с вежливым недоверием. За годы своей работы она, должно быть, насмотрелась на всяких. И на пустых обещальщиков, и на мошенников. «Я вас слушаю», — сказала она сдержанно. «Чем мы можем...» «Нет, это я могу вам помочь», — перебил я ее. «Вернее, он, Эмиль Рудольфович. Он оставил вашему приюту недвижимость». Я достал последнюю 3-ю дарственную и положил на стол поверх счетов и квитанций. Это была самая ценная бумага. Дарственная на ту самую 4-комнатную квартиру в сталинском доме на Кутузовском проспекте, где когда-то жил сам Романов. Директор взяла бумагу, пробежала глазами по строчкам, ее брови поползли вверх. Она несколько раз перечитала текст, словно не веря своим глазам. «4-комнатная на Кутузовском», — прошептала она. «Родион Сергеевич, это какая-то ошибка или очень жестокий розыгрыш. Вы представляете, сколько это стоит? На эти деньги можно целый новый корпус построить, можно нанять еще 3 сиделок и врача, можно...» Ее голос сорвался, она подняла на меня глаза, и в них стояли слезы. Но это были не слезы радости, а слезы отчаяния от несбыточности такой мечты. «И какой ошибки, Анна Викторовна, вот документ. Впишите сюда полное наименование вашей организации, и все, квартира ваша. Вы сможете ее продать и потратить деньги на нужды приюта». Именно так и хотел мой покойный начальник. Я попросил ее провести меня по приюту. Я хотел убедиться, что не ошибся в своем выборе. Мы шли по тихим коридорам. Она показывала мне палаты, чистые, но убогие, с продавленными казенными кроватями. Показывала столовую, где на столах стояли алюминиевые миски. Показывала гостиную, где на диване, покрытом вытертым пледом, сидели несколько стариков и старух и смотрели сериал. Они смотрели не на экран, а сквозь него. У каждого был такой взгляд, какой бывает только у людей, от которых все отказались. В одном из них я вдруг узнал себя. Не внешне, внутренне. Я увидел ту же пустоту в глазах, то же отчаянное одиночество, которое поселилось во мне после предательства сына. Я вдруг отчетливо понял, какой пансионат мне готовил Миша. Наверное, с евроремонтом и вежливыми медсестрами, но с той же самой пустотой в глазах постояльцев. «Спасибо, Анна Викторовна. Я все понял», — сказал я, когда мы вернулись в ее кабинет. Она молча вписала в дарственную название приюта. Ее руки дрожали так, что она едва держала ручку.
Когда она поставила подпись и печать, она откинулась на спинку стула и закрыла лицо руками. Я оставил ее одну. Я уходил из доброго самаритянина с тяжелым, но одновременно и просветленным сердцем. Я раздал все. Я был теперь так же беден, как и в тот день, когда приехал в Москву из своей рязанской деревни. Но я никогда в жизни не чувствовал себя богаче. На улице уже смеркалось, зажигались фонари. Я сел в автобус, идущий в сторону моего дома, в сторону моего прошлого, которое я должен был окончательно отпустить. Впереди меня ждал самый трудный разговор в моей жизни — разговор с моим сыном. Я не знал, что я ему скажу. Но я точно знал, что бояться мне больше нечего. Человек, которому нечего терять, непобедим. Когда я вошел в свою квартиру, они уже были там. Миша, Полина и тот самый очень хороший человек, лощеный молодой мужчина в дорогом костюме, с ледяными глазами и портфелем из крокодиловой кожи. Они сидели на кухне, как коршуны, слетевшиеся на добычу. Атмосфера была настолько тяжелой, что, казалось, ее можно резать ножом. «Наконец-то!» — воскликнул Миша, вскакивая. «Отец — это Аркадий Львович, наш юрист. Мы ждем тебя с самого утра. Где ты был?» В его голосе смешались раздражение и плохо скрываемое нетерпение. Полина сверлила меня взглядом, в котором читалась откровенная ненависть. «Гулял», — просто ответил я, снимая пальто. «Погода хорошая, да и дела были». «Какие дела могут быть важнее нашего будущего?» — взорвалась Полина. «Ты хоть понимаешь, что речь идет о миллионах?» «Теперь уже нет», — спокойно сказал я, проходя на кухню. Я сел за стол напротив них, прямо под иконой, которую когда-то вышивала моя покойная Марина. Никаких миллионов больше нет. Наступила тишина. Такая густая, что я слышал, как тикают старые часы в коридоре. «Что ты имеешь в виду?» Первым нарушил молчание Миша. Его лицо начало медленно бледнеть. «То, что вы слышали. Нет больше никаких квартир, никакого наследства. Я все раздал». Я говорил это ровным, лишенным всяких эмоций голосом. Я смотрел прямо в глаза своему сыну, пытаясь найти там хоть что-то, кроме алчности. Не нашел. «Как раздал?» — пролепетала Полина, и ее лицо исказилось. «Кому? Ты не имел права, ты старый маразматик». «Имел», — отрезал я. Дарственные были оформлены так, что я мог вписать туда любое имя, и я вписал. Имена тех, кто этого действительно заслуживал, тех, кто не бросил бы меня умирать в богадельне ради квадратных метров. Юрист, до этого молча наблюдавший за сценой, кашлянул. «Простите, что вмешиваюсь», — вкратчиво начал он. «Но если ваш отец, скажем так, не вполне здоров, то любую сделку можно оспорить в суде, мы докажем его невменяемость». «Попробуйте», — усмехнулся я. «Только учтите, Аркадий Львович. Одна из квартир отошла приюту для престарелых «Добрый самаритянин». Думаю, шум в прессе вам не понравится. Журналисты любят такие истории. Неблагодарный сын пытается отобрать у сирых стариков последний кусок хлеба, подаренный его отцом. Юрист мгновенно сник. Он понял, что дело проиграно. Он бросил злой взгляд на Мишу, словно говоря: «Я тебя предупреждал». А Миша молчал. Он смотрел на меня, и в его глазах я увидел нечто новое. Не злость, не ненависть, недоумение. Словно он впервые в жизни столкнулся с чем-то, что не укладывалось в его картину мира, где все продается и покупается. «Зачем, отец?» — наконец выговорил он. «Зачем ты это сделал?» И тут меня прорвало. Вся боль, вся обида, что копилась во мне годами, вырвалась наружу.
«Зачем?» — закричал я, и мой голос сорвался. «А затем, что я хотел умереть, зная, что мой сын — человек, а не калькулятор. Затем, что я всю жизнь работал как проклятый не для того, чтобы ты превратился в это бездушное существо. Я помню, как ты плакал, когда котенок на даче сломал лапу. Помнишь? Где тот мальчик, Миша? Куда ты его дел? Продал за эту?» Я махнул рукой в сторону Полины. «За машину? За шмотки?» Полина взвизгнула и вскочила. «Не смейте, я не позволю. Пойдем, Миша, ему бесполезно что-то объяснять. Он выжил из ума». Она схватила его за руку, но он не двигался. Он продолжал смотреть на меня. И я увидел, как по его щеке скатилась слеза. Одна. Скупая. Мужская. Может быть, тот мальчик еще был жив где-то в глубине его души. Может быть, еще не все было потеряно. Но я знал, что жить вместе мы уже никогда не сможем. Слишком глубокая пропасть пролегла между нами. «Уходите», — тихо сказал я. Они ушли. Юрист выскочил первым, как ошпаренный. Полина, бросив на меня последний испепеляющий взгляд, потащила за собой мужа. Миша обернулся в дверях. Он хотел что-то сказать, но не смог. Просто посмотрел на меня долгим, тяжелым взглядом и вышел. Я остался один в пустой квартире, в которой больше не было ничего ценного, кроме моей совести. Я подошел к окну. На улице шел снег. Крупные белые хлопья медленно кружились в свете фонаря. Я смотрел на них и впервые за долгие месяцы чувствовал покой. Я не знаю, как сложится их жизнь. И не хочу знать. Может быть, тот мой крик и его слеза что-то изменят, а может и нет. Это уже их путь. Свой я прошел. У меня остались внуки, которых я по-прежнему люблю и буду ждать. Может быть, когда-нибудь они поймут, почему их дед, Родион Сергеевич, бывший ночной сторож, в один прекрасный день решил стать сказочно богатым, раздав все, что у него было. Ведь настоящая семья — это не кровь. Это любовь и общие ценности. И иногда нужно потерять все, чтобы обрести самого себя.